По образованию я непосредственно военный. Я был косвенно связан с ЧВК «Вагнер», даже делал для них определенную работу. Я был в группе, в спецгруппе обслуживания первых бортов, то есть президентского и министерских бортов. Через сутки после начала полномасштабки во всех магазинах в округе закончилась водка. Были люди, которые вылетали на боевые со словами: «Не, ну если больше заплатят, можно и по Кремлю въехать». Какие-то донаты, какая-то помощь, я не вижу в этом той отдачи, которую я мог бы получить, находясь здесь. В Украину я приехал чуть больше 2 месяцев назад с группой рекрутов. Мой путь был немножко трудноват. Я ехал с Грузии в Беларусь, очень сильно рисковал, делал там визу. Дальше ехал в Польшу и уже оттуда ожидал выезда непосредственно в Украину. По образованию я непосредственно военный. То есть я радиоинженер воздушных судов и самолетов. 5 своих лет посвятил Академии авиации в Минске, после был распределен в МЧС в Беларуси. Работал с отличными людьми в сфере, которая действительно, в которой нуждалась Беларусь, и чувствовал себя на своем месте. После был призван в 2021 году по 114 приказу, называемого себя президента, непосредственно офицером запаса в воинскую часть в Мачулищах, и там непосредственно встретил начало полномасштабки. Вот. После начала было принято решение уехать. Были найдены способы, возможности. Я уехал в Грузию, где первые полгода пробывал в такой, скажем, неосознанной совсем ситуации. Я жил буквально за счет жены, которая работала, она у меня умничка. Вот. И понял, что надо чем-то заниматься. Думал найти там работу непосредственно, но начал втягиваться в занятия жены, начал интересоваться дизайном. Позже начал немножко обучаться моушн-дизайну. И как-то по чуть-чуть за полгода вышел непосредственно на рабочую зарплату. Он начал брать заказы на фрилансе и в целом смог себя, так сказать, сам обеспечивать. Вот. И, все это время до прибытия сюда занимался моушн-дизайном на фрилансе. Я активно участвовал в протестах, когда находился на должности и служил в МЧСе. Моя должность очень часто меня спасала, потому что у меня не было ни одного задержания. Как бы там ни было, но корочка лейтенанта очень хорошо помогала. Вот. Были задержания, но ничего официально не проводили. Вот. Быстренько находились какие-то отговорки, и спокойно шел домой. Наверное, именно из-за отношения коллег я понял, что мы не одни. Были люди, которые всю жизнь посвятили себя армии, авиации, и даже среди них был очень сильный раскол. Многие понимали, что в стране надо что-то менять, но были и те, кто был полностью доволен своей жизнью, властью и не видели в этих митингах абсолютно ничего, что могло бы принести им какую-то пользу. Я был в спецгруппе обслуживания первых бортов. В мои обязанности входило обслуживание 1, 2 и 3 бортов, то есть президентского и министерских бортов. Вот. Но так случилось, что, собственно, этой работой я никогда не занимался. Сначала сам отказался, а потом меня вообще не допустили, потому что спецслужбы нашли связь между мной и протестами проходящими. Самое странное, что, да, меня призывали в армию по этому 114 приказу, и меня знали, куда меня призывают, то есть меня до этого якобы проверяли, во всем были уверены. Я пришел в часть, хотя не хотел служить. То есть у меня там были проблемы со сдачами зачетов, у меня инженеры не принимали зачеты. Я говорю, не принимайте, никаких проблем, можете меня комиссовать и можете меня лишить звания, я вернусь работать в МЧС, и у меня не будет никаких проблем. Вот. Но они все равно настаивали на том, что в конечном итоге там договорились вышестоящие начальство, мне поставили все эти зачеты, я получил допуски, и как только я получил допуск, сразу же пришла указка сверху меня не пускать на этот борт. И это было странно, потому что
Приходит на ремонт президентский борт, становится в ангар, и перед всем строем говорят, что тебе в ангар заходить нельзя. Но при этом все оборудование приносится в лабораторию, в которой ты работаешь. Этот борт, естественно, ну, то есть он у всех на виду, ты его видишь, ты в любой момент можешь туда сходить, что-то посмотреть и сделать. Вот. Но я участия никакого не принимал в его обслуживании. И не скажу, что они сильно отличаются от других судов, которые там находились, но это было просто странно. Вот этот вертолет тебе крутить можно, а вот этот крутить нельзя. Начало полномасштабки было очень сумбурное, мы очень долго не понимали, что происходит. Я уже находился в части, в мочулищах, и просто какой-то, не знаю, хаос творился в начальстве. Постоянно кого-то куда-то вызывали, кто-то куда-то бегал, куча бортов вылетала. Мы только к 9 утра осознали, что происходит, что началась война, и непосредственно наш аэродром участвует в этой войне. Сразу же позвонил жене, сказал: все, собирай вещи, уезжай. Ну, то есть здесь находиться небезопасно. Где-то в голове я понимал, что не будет Украина бить по этому аэродрому. Слишком это было опасно, и даже в каком-то мере я понимал, что нет таких средств у Украины сейчас. Вот. Но страх все равно был, сохранялся. И нас тогда уже ближе к обеду собрал наш начальник нашей, не части, а нашего подразделения, и сказал, что, мужики, смотрите, ситуация сейчас печальная, и давайте будем честными. Если вдруг нам скажут, что мы принимаем непосредственное участие, я вешаю китель и иду домой к детям. И от очень многих он нашел, скажем так, понимание. То есть из моих непосредственных сослуживцев, с которыми я работал, у нас там 6 человек было, только один изъявил желание в случае необходимости остаться на службе. Остальные были готовы пойти под трибунал, но принимать участие не хотели. Во-первых, этот аэродром использовался полностью все учения, то есть так называемые стороны, которые участвовали в этих учениях, они использовали этот аэродром для взлета, для отработки каких-то занятий. При этом это основной аэродром, через который личный состав с Российской Федерации прилетал в Беларусь. Все вылеты в Казахстан, что были, все проходило через аэродром Мачулище. И 23 февраля, скажем так, перед так называемым праздником, все солдаты грузились и были готовы улетать. То есть учения закончились, все. Никто ничего не ожидал вообще. Мы ничего не ожидали. Аэродром был практически пустой. А когда нам позвонили, подняли боевую тревогу, мы, естественно, все приехали и увидели, что все, что улетело, все вернулось и все готовится к боевому. И да, не знаю, по крайней мере, те полгода, что я был еще в Беларуси и находился непосредственно в части, чуть меньше полугода, все боевые действия, все вертолеты взлетали оттуда. То есть, по своему направлению работали, смочулись. Те, что доставали, те работали. Что касаемо взаимоотношений между российскими военнослужащими и белорусскими, непосредственно нашей частью, они были скорее натянутые, но нам запрещали с ними общаться. То есть у нас не было такого, что можно было пойти спокойно поразговаривать с ребятами, обсудить что-то, но при этом их начальство всегда обращалось к нам за помощью, потому что у нас была техническая база, у нас, как бы это странно ни звучало, но у нас хорошо подготовленные в техническом плане работники, люди, которых я не могу назвать военными, они хорошие инженеры. Это люди, которые занимают свои должности не просто так. То есть в авиации они знают много и делают свою работу очень качественно. И очень часто российские военные обращались за помощью в починке судов и так далее. И уже с этой стороны нам начальство давало, скажем, выбор. Мол, хотите — помогайте, не хотите — не помогайте. И тогда очень многие белорусы отказывались работать. Я в том числе отказался, потому что для меня это было равносильно участию в войне. И очень много моих коллег отказались выполнять свою работу. И получилось так, что своей работы у нас практически не было, потому что наша авиация в этот момент, естественно, не эксплуатировалась. По крайней мере, не эксплуатировалась в том масштабе, в котором эксплуатировалась до этого. А российские суда никто не хотел ремонтировать, точнее, малое количество людей соглашалось с ними работать.
Вот, и поэтому мы просто простаивали, сидели, ждали. За все время, что я там находился, был непосредственный контакт с российскими пилотами, и даже среди них там, во-первых, было не только пилоты, а очень много технического обслуживающего персонала. Я бы, наверное, описал то состояние военных, которые там находились, одной маленькой историей. Через сутки после начала полномасштабки во всех магазинах в округе закончилась водка. Причины, по которым они пили, я не могу назвать, потому что у каждого они явно были свои, но прилетали вертолеты, когда вываливался пилот буквально, и там в кабине катались бутылки водки. Они без стакана не взлетали. Многие боялись, люди тогда делились, лично для меня был шок, потому что я встречал людей, которые говорили, что все, мы летим в Украину, будем резать укропов, да, мы там будем давить этих охов. И были люди, которые вылетали на боевые со словами: если больше заплатят, можно и по Кремлю въебать. То есть это не проблема. Были люди, которые просто выполняли свою работу. То есть для них не было противника или чего-то. Они говорят, точки на мониторе и все. То есть у каждого было свое отношение. Но при этом, при всем, я не встретил там ни одного человека, который бы не было таких людей, которые бы сказали, что все, нет, не хочу. Не хочу и не буду делать. То есть таких людей там не было. Принятие самого решения приобщиться к полку, оно было не сумбурным, а таким доходящим. Потому что первое, чего хотелось, это покинуть Беларусь. Потом, когда мы с женой уже, скажем так, закрепились в Грузии, у нас были планы по получению там ВНЖ, появилась работа, появился постоянный немаленький доход. Мы, скажем так, жили хорошо. Начался процесс уговоров переезда родителей, причем родители вышли в штыки, мол, нас это не волнует, войны для нас нету, и мы никуда не поедем. Мол, вы там уехали, молодцы, а мы остаемся здесь. Вот. И когда я осознал, что все люди, за которых я беспокоился, они в безопасности, либо приняли для себя такое решение, когда они понимают все происходящее, но при этом отказываются уезжать, либо что-то менять в своей жизни, я понял, что я сделал от себя все зависящее, и теперь могу принимать какое-то определенное решение. Очень странный момент, но по своему роду деятельности я был косвенно связан с ЧВК «Вагнер», имел там контакты, даже делал для них определенную работу в 2014-2016 году. Были приглашения, когда я находился в Грузии, пойти к ним работать именно в авиации. Вот. Тогда была какая-то мысль, что типа нет, никогда в жизни я больше не свяжусь с армией, тем более с авиацией, меня прям воротило. Мне и в Грузии предлагали пойти на работу, тоже в МЧС в Грузии. Вот. Но я думал, что никогда в жизни больше не свяжу дальнейшую свою жизнь непосредственно с армией. Вот. Но когда все, о ком я мог позаботиться, были в безопасности, либо приняли определенные решения, у меня в голове была мысль, а что я делаю? Что на данном этапе я делаю для того, чтобы эта война закончилась? Какие-то донаты, какая-то помощь, я не вижу в этом той отдачи, которую я мог бы получить, находясь здесь. Уже на тот момент я интересовался полком, следил за его жизнью, скажем так, были разговоры с женой о том, что а если? Они встречались, скажем так, сначала в шуткой, потом какими-то более серьезными разговорами, и в конце это ставилось уже, почему нет? Что касаемо ЧВК «Вагнер», с 2014 по 2016 года, скажем так, моя заинтересованность именно военной направленностью, моя учеба в Академии авиации, она была с этим связана. ЧВК «Вагнер» тогда проводил огромное количество кампаний в Африке. Мы проходили обучение от Академии авиации в Авиатранс компания.
Трансавиа, точнее. И там были пилоты, которые участвовали в различных программах и уходили, так сказать, на подработку совместно с ЧВК «Вагнер», работали на Илах, Ил-76, десантировали там людей, завозили грузы, и вот через них немножко появился интерес. Следил за их, скажем так, новостными каналами, соцсетями, и периодически они участвовали в каких-то там, точнее, не они, а принимал участие в каких-то, как бы правильно сказать, это не конкурсы, а опросы, различные выборы при выборе каких-то эмблем, еще чего-то. Для меня это было что-то крутое. Мне казалось на тот момент, что вот, люди занимаются каким-то важным делом. Это была какая-то брутальность, военщина. Я не видел в этом чужих страданий и смертей. То есть их там и не показывали. И я по молодости, по глупости этого не видел там, не наблюдал. Непосредственно, когда ЧВК «Вагнер» готовили новую партию мерча, они устроили конкурс на различные арты, и было принято решение с женой поучаствовать в этом. Жена сама рисовала, а уже непосредственно контакт я вел через себя, потому что она стеснялась, и я сейчас очень рад, что нигде не светилась она. Вот. Тогда мы разрабатывали этот мерч, они его запустили, эту знаменитую кувалду. Вот. И в дальнейшем через одного из их, скажем так, представителей с позывным «Костер», нынешне погибшим, убитым, заслуженно, я думаю, убитым в ходе полномасштабки, я поддерживал контакт, но это был скорее контакт интересов и рабочий контакт. Вот. Впоследствии именно от него были предложения пойти работать к ним в авиацию, вот, и непосредственно он и завлекал после начала полномасштабки принять участие. То есть ты не рисовал вагнерам? Нет, я не рисовал вагнерам кувалду, скажем так. Моя жена, я и еще один человек принимал просто участие в адаптации вот этого вещи, которая тогда мне казалась каким-то символом свободы. Я не знаю, сейчас это говорю, мне так стыдно, так тошно от того, что я раньше делал. И думаю, что сейчас есть куча людей, которые наступают на те же грабли и в будущем будут очень сильно сожалеть об этом. Честно, я очень долго ждал отправления в Варшаве. Так получилось, что была информация о выезде, я приехал в Польшу. На тот момент, скажем, случились определенные казусы в работе, была проблема с работой, огромные проблемы были с выводами средств, и я на какой-то момент подвис в Польше в состоянии отсутствия денег, и начала падать мораль. Я такой, блин, а зачем сюда приехал? Зачем я потратил кучу денег, чтобы переехать в Беларусь, сделать эти визы? Я визу сделал только с 4-й попытки, отдав там кучу денег, и сидел такой, думал, ну все, если выезда сейчас не будет, я уже никуда не поеду. Те знакомые, которые знали, куда я планирую, они такие, ну и все, и не надо, это тебе не надо. И когда в боте пришло сообщение, что выезд тогда-то, тогда-то, все мысли такие раз и пропали. Ты такой, да, все, едем. Вообще никаких сомнений. Не знаю, наверное, отложилось опыт белорусской армии. Я был готов к тому, что здесь будет огромное количество проблем. Я был готов к тому, что все, что показывается в социальных сетях, это неправда. То есть обеспечение, подготовка. Я был готов к тому, что мы приедем и через неделю будем сидеть на передке в окопах, в купленных за свои деньги бронежилетах и так далее. Вот. Но когда я приехал, я такой, так, это все правда? Это действительно так? Да нет, не может быть. И каждый элемент, с которым ты здесь сталкиваешься, он поражает. Потому что мы здесь находимся уже 2 месяца на мой заезд, и мы находимся в учебке. Нас никто никуда не отправляет. Мы не являемся пушечным мясом. У нас здесь готовят, и с каждым днем ты понимаешь, что твоей подготовки
мало для тебя лично, и на тебя никто не давит. То есть тебе дают развиться в том направлении, в котором ты хочешь развиваться, тебе дают возможность получить те знания, которые ты считаешь для себя нужным, но при этом всем даются те знания и умения, которые необходимы, по мнению людей, которые уже участвуют в этой войне не один день, не один год и у некоторых уже десятилетия. Вот. Поэтому я поражен, и за все время нахождения здесь у меня не было ни одной отрицательной эмоции, ну, наверное, только сожаление о том, что не приехал раньше. Что касательно позывного, он был придуман, скажем так, в попыхах. До того, как я приехал в полк, у меня был позывной. Он крутился во всех моих кругах. Он был настолько приевшийся, что я не мог понять, как можно его поменять. И когда я приехал в полк, и нужно было менять, мне сказали, нет, нужно новый, обязательно новый, а вдруг что? И я думал, долго рассуждал, пытался куда-то в какие-то политические вещи влезть, куда-то в культуру, и понял, что, ну нет, не рождается вот так вот позывной. И есть прекрасная книжка по сталкеру, про сталкера Лунь. Там есть девочка, девочка с позывным Хип, и мне знакомая говорит, вот, это просто твой характер. Я такой думаю, ну, а чего думать, если уже все давно за тебя придумали? Ну, Хип, значит, Хип. Вот так, ничего сверхъестественного или интересного.